Друзья, я вас всех приветствую. Ассалям алейкум, меня зовут Артем. И пора бы мне уже включаться в работу и наладить свой блогерский режим. В принципе, прямо сейчас я этим и занимаюсь. Каждую субботу на моем канале выходит блог, влог, либо прямой эфир на тему моего большого друга на Северном Кавказе, Республику Ингушетия. Про Ингушетию так часто я говорю исключительно в своих интересах. Мне действительно искренне интересна эта республика, их история, традиции, обычаи, культура. Все это меня зацепило, и я решил всем этим, включая их историю, рассказать в своем блоге. Ну и самая главная причина: на меня подписано достаточно большое количество ингушей, которые являются основной целевой моей аудиторией. Здесь уже, я думаю, комментариев больше не нужно. Так вот, это новостной влог, где я поделюсь последними новостями и событиями, о которых я узнал за вот эту прошедшую неделю. В этом выпуске я расскажу вам о первом герое России Сулумбеке Асканове, которому могло исполниться 80 лет. А также я узнал новость о том, что в Турции прошел съезд сторонников независимости Ингушетии. Вот вместе с вами обсудим, что это за сторонники и что они хотят сделать. Потом я хочу ответить на вопрос, за что меня хейтят, и ответить на некоторые самые острые комментарии. Поэтому, если вы хотите быть со мной, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому влогу, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и делитесь своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. И да, если вы хотите поддержать мой канал в развитии, то вся информация, как и информация, если вдруг вы хотите со мной связаться по вопросу сотрудничества или рекламы, либо вам есть что предложить из материала, также адрес электронной почты будет указан внизу. Ну а прямо сейчас обо всем и по порядку. Никуда не уходите. 8 января могло исполниться первому герою Российской Федерации Сулумбеку Асканову ровно 80 лет. Но с ним произошла очень трагичная история. Вкратце я сейчас вам о ней расскажу. В 1991 году Сулумбек Асканов заочно окончил военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза имени Ворошилова. Сулумбек Асканов – кандидат военных наук, заслуженный специалист Вооруженных сил Советского Союза. Был награжден орденами Красной Звезды за службу Родине в Вооруженных силах Советского Союза 3-й степени и разными медалями. Когда начался распад Советского Союза, к генералу Асканову приезжали старейшины из Ингушетии, предлагали возглавить республику. Но Сулумбек Сусуркулович остался верен присяге. 7 февраля 1992 года Сулумбек Асканов выполнял тренировочный полет на истребителе МиГ-29. Он летел в условиях сплошной облачности. На 30-й минуте полета отказала система управления. Как потом выяснилось, из-за разрушения одного из узлов, и самолет стал вращаться вокруг оси. В сложившейся ситуации оставался единственный выход – катапультироваться. Но выйдя из облаков, летчик увидел под собой огни села Хворостянка Добринского района и попытался увести самолет в сторону. Высота 400 метров, скорость 900 км в час. Сулумбек Асканов с 12-кратной перегрузкой сделал отворот на 90 градусов. Через 2,5 минуты, в 18 часов 21 минуту прогремел взрыв. Это произошло в 3 километрах от станции на окраине деревни Козельки Добринского района. Ему удалось отвести от села падающий самолет. Сам он катапультироваться не успел. Указом президента Российской Федерации номером 384 от 11 апреля 1992 года ему посмертно присвоено звание Героя России. Сулумбек Асканов похоронен в родном селе Плиево, Республики Ингушетия. Да, друзья, своих героев России нужно знать в лицо, тем более первого героя Российской Федерации. Мало того, Сулумбек Асканов проявил мужество и не катапультировался из самолета, а отвел самолет от населенного пункта, куда мог упасть самолет при случае, если бы Сулумбек
катапультировался. И в итоге бы погибли люди среди мирного населения. И получается, что проявив мужество, Сулумбек Асканов ценой собственной жизни спас жизни других людей. И вот таких людей называют настоящими мужчинами, а на Кавказе, в Ингушетии, кёнахами. Или конахами, как правильно, поправьте. И нам бы всем, парням, мужчинам, поучиться как раз таки мужества у таких людей, как Сулумбек Асканов. Что не скажешь о других летчиках, которые катапультировались в Ейске, и этот самолет, который они могли отвезти, врезался в жилой дом, и пострадало очень много людей. Им бы узнать историю Сулумбека Асканова. Стыдно должно быть. Да, друзья, а эта новость меня просто повергла в шок. На фоне специальной военной операции и в целом очень сложной обстановки в мире, некоторые люди, которые уехали из России по тем или иным причинам, там теперь из-за бугра пытаются спровоцировать целый народ, воспользовавшись ситуацией. Ну как-то все из-под тишка получается. И это как нож в спину воткнуть. О чем я говорю? 7 января в Стамбуле прошел съезд сторонников независимой Ингушетии, на котором объявили о создании Комитета ингушской независимости. Согласно сообщению представителей комитета, в объединение вошли независимые общественные и политические деятели и активисты ингушской национальности. При этом организаторы подчеркивают, что не являются политической партией и не претендуют на особое положение в обществе. Среди целей комитета – консолидация ингушского общества вокруг идеи о свободе и независимости, сохранение культурной и религиозной идентичности, создание основы для построения независимого ингушского государства, а также недопущение очередного обмана народа и витка насилия над ними. В частности, на прошедшем в Стамбуле съезде были заслушаны доклады об общественно-политическом и социально-экономическом на территории Ингушетии, которые участники назвали оккупированной, ну прям любимое мое слово. Они приняли резолюцию о необходимости обозначить четкую политическую позицию независимого ингушского народа. Ее обнародуют позже. Кто, правда, им разрешит это все обнародовать? Одному богу известно. Итак, теперь по порядку. Хватит говорить, что Ингушетию оккупировала Россия. А это вот что? Вот это что? Мне вам носом ткнуть, что ли, сюда? Нурдин Кадзоев о добровольном вхождении Ингушетии в состав Российской империи. Здесь укомплектованы все документы. Ингушетия под юрисдикцией России. Она добровольно вступила в Россию. Никто ее не оккупировал. Это ваш мозг оккупировался. И вы не хотите оставаться в России и бороться здесь, в России, за справедливость. Почему вы здесь не создали подобный комитет? Почему вы как трусы все уезжаете за границу и начинаете провоцировать целый народ? И если вдруг вы спровоцируете, не дай Боже, я даже скажу, как говорят мусульмане, не дай Аллах, какой-то конфликт, то вы там будете в Стамбуле сидеть, чаек турецкий попивать, пока здесь будет проливаться кровь. Так вот, я как блогер, как гражданин Российской Федерации, со своей гражданской позиции, не допущу это. И надеюсь, прокуратура Российской Федерации займется всеми этими провокаторами, как и прокуратура Республики Ингушетия. Потому что это экстремистское какое-то сообщество, которое намерено выступать против целостности Российской Федерации. А вы знаете, что таким людям грозит? 20 лет лишения свободы. У них ведь родственники проживают здесь, на территории России, в Республике Ингушетия. Зачем подставлять своих родственников, своих родных и целый тейп? Зачем заставлять страдать свой народ в очередной раз? Мне рассказать вам историю Зязиковой, как с ним поступили? Все повторяется, понимаете? История, она циклична. Но ингуши больше не сделают тех ошибок, которые они допустили раньше. И больше с ними ничего плохого не произойдет. А если вы, провокаторы, которые сидят там за границами, хотите что-то сделать для своего народа, то это нужно делать в России, а не за ее пределами. А то уехали по заграницам, под кустами сидите, и вот у них мышцы, бицухи выросли. Мужчины прям молодцы. Браво, я стоя прям могу вам поаплодировать. Но это ведь проявление трусости. Говорить нужно в России. Вот поэтому у меня вызывает гигантское уважение всех тех, кто сегодня отбывает несправедливые сроки. Я говорю про политзаключенных.
И им низкий поклон. И у них я могу поучиться. Они настоящие патриоты своей страны. Они не боялись на митинге говорить в России и отстаивать свои интересы, интересы своего народа, интересы своей республики. Они проявили любовь к своей родине. Ни слова плохого про Россию не сказали. Ни на митинге, ни в судах. Хотя их жестко прессовали. Понимаете? Потому что они понимают, что это власть, это все политика грязная, а народ тут ни при чем. Россия — это наша родина, ее нужно любить. Ее нужно уважать, ее нужно ценить. Россия — это не Кремль и тот, кто там работает. Россия — это мы с вами. Когда же вы это уже поймете? Политики-то меняются, а мы с вами остаемся. Поэтому прекращайте провоцировать ингушский народ. А у ингушей есть свой мозг, есть совет тейпов, есть свои старейшины. Они очень мудрые, я многих из них лично знаю. И они дадут советы своей молодежи и своему народу, как быть в этой ситуации. Мне рассказать вам про пример Чеченской Республики, которая хотела стать независимой. Чем все это закончилось? Самое же главное, результат, чем это все закончилось? Вы знаете. Давайте ошибок прошлого повторять не будем. Всем мир. Думайте своей головой. В этом видео вы узнаете еще больше подробностей, за что меня хейтят. За то, что я узнал, а потом в своем блоге рассказал про депортацию ингушей февраля 1944 года и что сделали после их депортации с их родными землями и историей, я получил шквал критики в свой адрес. Все те люди, которые недовольны моим блогом, считают ингушей фантазерами, которые ввели меня в заблуждение, рассказывая, как после депортации в Среднюю Азию с их родовых ингушских кладбищ забирали ингушские надгробные камни и превращали в строительный материал. Я решил проверить, правда это или нет, и отправился в пригородный район Северной Осетии. Я решил провести свое независимое журналистское расследование, и вот что я узнал, а самое главное, я был в шоке от увиденного. Нахожусь под мостом здесь. Я нашел под этим мостом материал, камни, из которых был сделан этот мост. Вот она, эта вязь, видите? Вот она, пошла надпись. Да, в этом труднодоступном месте, где протекает река Камбелеевка, в пригородном районе под мостом, я нашел те самые надгробные камни с арабской вязью, что подтверждает тот факт, что ингуши были правы. И я никогда никого не обманываю. У меня всегда и все по факту. А самое главное, по статье 29 Конституции Российской Федерации. И сразу после этого ролика, который я выложил в Reels Инстаграма, посыпался очередной хейт. Хотя в этом ролике я никого не оскорбил, никого не унизил, а привел исторические факты, которые я озвучиваю на своем канале, либо в каких-то тех же коротких роликах, и за что я получаю хейт. Ну вот, пожалуйста, опять показали хейтеры свое лицо. Вы видите некоторые из комментариев. Но вот самый мой любимый комментарий. Сколько тебе заплатили? Мне сколько заплатили? Сейчас покажу. Да, друзья, это уже превратилось в некую такую традицию отчитываться перед своими хейтерами. Но я вынужден это сделать, а то некоторые действительно думают, что я зарабатываю миллионы. Так сколько же я заработал на своем блоге за январь нового года? Как вы видите, 3500 рублей. Ну, чуть больше 1000 рублей, а не миллионов рублей, как некоторые считают. Да даже если мне кто-то донатит, кто-то дарит подарки в виде таких вот замечательных книг, что в этом плохого? Ну, значит, я делаю что-то полезное для своей аудитории. И люди хотят меня отблагодарить. Да откройте любого блогера, любой канал, там будет все то же самое. Только у них вообще вся лента в реквизитах на разные счета банков. У меня все скромно, понимаете? Если я в чем-то нуждаюсь, в какой-то технике, да, к примеру, сейчас я коплю на камеру, то я потихонечку откладываю эти деньги и могу обратиться. И в этом нет ничего плохого, это обратная связь, понимаете? И я всем говорю спасибо, Баркл, за эту поддержку. Поэтому давайте уже прекратите мне завидовать, а сделайте что-то полезное в этой жизни.
Да, друзья, настоящая шиза. После того, как я рассказал о том, что делали с надгробными камнями ингушей с их родовых кладбищ после того, как их депортировали с родных земель в феврале 1944 года в Среднюю Азию в холодные и голодные степи Казахстана, соответственно, это правда некоторым не понравилось, и меня стали хейтить, а некоторые даже стали давать мне советы, к примеру, как вот этот пользователь Инстаграма под ником 17NK. Ты лучше узнай происхождение ингушей в Индии. Они антропологически очень похожи на индийских цыган, да и генетически тоже. Вот знаете, я не люблю глупых людей и никогда их не полюблю, потому что от них одни проблемы. Что за бред он вообще написал в своем комментарии? Я был в Индии, я объехал несколько городов. И ни одного ингушского следа там не увидел. И внешне они никак не похожи. Вообще никак. Ничем абсолютно. Поэтому хватит нагло лгать. Ну и да, хочу заметить, что, к примеру, в Республике Ингушетии нет сел под названием Армения, Индия. Зато в Северной Осетии, ну я как бы ни на что не намекаю, есть село Иран-1, Иран-2. А что они там потеряли, почему у них такие названия, если осетины никакого отношения не имеют к Ирану, хотя является ираноязычным народом? Ну вот и задумайтесь и напишите, что вы думаете в комментариях. А так, в целом, моя задача говорить о мире, добиваться справедливости только законным путем, и я просто хочу, чтобы по отношению к ингушам восторжествовала та самая справедливость. И даже восстановилась для начала, потому что есть закон о реабилитации репрессированных народов, есть Конституция Республики Ингушетия, 11 статья, и есть в целом вся правовая и законодательная база для того, чтобы решить все вопросы между ингушами и осетинами. Там все очень просто и легко. Только власти стоит захотеть, чтобы два народа примирить и, естественно, честным путем все решить. Дай Бог, чтоб так было, и Бог меня услышал, как и ваши молитвы, потому что в нашей стране должна быть гармония, понимание и единство. Но если вам понравился этот выпуск, то поставь ему лайк, подписывайся на мой канал. Если вы хотите поддержать мой канал в развитии, то все реквизиты внизу в описании под этим видео. Ну а я с вами не прощаюсь, я говорю вам до встречи, увидимся в следующем выпуске уже в понедельник.